В этом году Якутия столкнулась с масштабной техногенной катастрофой. На территории республики бушевали сотни пожаров. В огне пострадали и дикие животные. Чтобы им помочь, в регион приехали волонтеры Российского биологического общества. Чем занимается эта организация и в какой помощи нуждаются дикие животные? И нуждаются ли? На эти вопросы ответила президент общества Валерия Аверкиева. Валерия, здравствуйте. Добрый день, Максим. Давайте вначале расскажите про свою организацию, чем занимается Российское биологическое общество. И очень интересно, сколько волонтеров у вас? Российское биологическое общество создавалось как общество для людей, которые так или иначе имеют дело с дикими экзотическими животными. На текущий момент в обществе состоит более 3500 волонтеров и, конечно, все время прибавляется. Объединяем мы как профильных специалистов, которые занимаются содержанием, разведением и оказанием ветеринарных услуг для диких и экзотических животных, так и людей, кому это просто тема интересна и интересно, собственно, сохранение биологического разнообразия нашей страны. Мы проводим очень много просветительских мероприятий, потому что невозможно охранять что-то и сохранять, не просвещая население, от которого зависит, конечно, очень много. Много мероприятий для детей проводятся, различные тематики именно по окружающей среде, по взаимодействию с дикими животными, так и для профильных специалистов, профильных организаций, там Росприроднадзор, еще что-то. Ну и также общественных инспекторов мы тоже обучаем. То есть как действовать в той или иной ситуации, когда животное в том числе определенные алгоритмы, когда ты сталкиваешься в той или иной ситуации с диким или экзотическим животным. Ну и помощь. Помощь, конечно, обязательно. В любом случае, то есть, помощь начинается именно сначала с просветительской работы, а потом уже непосредственно, если животное нуждается в помощи определенно, то это отлов, лечение, содержание, возвращение в природу, если это возможно. Я знаю, что в этом году ваши волонтеры, они приехали к нам в Якутию во время лесных пожаров, чтобы помогать животным, которые пострадали во время этой, конечно, страшной катастрофы. Чья вообще это была инициатива? И можно ли такие вылазки и рейды сделать регулярными? К нам обратились группа наших достаточно активных членов, которые занимаются содержанием диких животных, с инициативой, поддержать их инициативу по организации поисково-спасательной группы, которая выйдет в Якутию для оказания помощи животным, пострадавшим в результате пожара, потому что, в принципе, при таких техногенных катастрофах животным не помогает никто. В первую очередь люди, потом уже все остальное. Мы всегда поддерживаем любые инициативы наших членов, особенно если они сами непосредственно в этом будут участвовать. То есть у нас как инициатива наказуема: предложил – исполняй. Но поскольку ребята, которые предложили, выдвинули эту инициативу, они достаточно активно за это взялась, то, конечно, мы все это поддержали. Тем более масштаб огромный, хотя некоторые звучат мнение, что всего-то 10 миллионов гектаров. По сравнению с общей площадью Якутии это фигня. Но мы понимаем, что это огромная кормовая база, которая выгорела, потому что шли много низовых пожаров, собственно, это ягоды, это мох, то есть это огромное количество животных, которые остались без пищи, и самое главное, что сгорели именно начальные члены пищевой цепочки, это мелкие грызуны, которые, собственно, составляют основу рациона, И нам нужно что-то делать. Я хотел спросить, а как вообще можно помочь этим животным? Что делали ваши волонтеры? Смотрите, поступил сигнал, например, что на трассе Нерингри ходит медвежонок. Сначала это была медведица с 2 медвежатами, потом остался один, он хромает. Ему явно нужна помощь. На расстоянии понять, насколько травма серьезная, что можно сделать, невозможно. Поэтому надо было этого медвежонка отследить. Дальше специальным духовым ружьем выстрелить дротиком со снотворным, седировать его, дальше провести ветеринарный осмотр. Дальше, если это, например, просто рана, какая-то, что-то несложное, оказать помощь, зашить, положить антибиотик, еще что-то и выпустить. Либо у нас была договоренность с реабилитационными центрами Дальнего Востока,
они, соответственно, были готовы принять этого медвежонка для того, чтобы он закончил лечение, да, набрал зуб, положить его спать у себя, да, дальше по истечении зимнего времени выпустить его вместо отлова. Ну, смотрите, если, например, мы говорим о других животных, или олень, или лиса, волк, который попал тоже в беду во время пожара, ему тоже оказывается какая-то помощь? Конечно, конечно. Ну, на самом деле, там характер травм у большинства животных, неважно, это сельскохозяйственные животные или это дикие животные, это ожоги нижних конечностей, рваные раны, вот, ожоги живота, вот, нижней части тела, да, и рваные раны. Да, это все, в принципе, то есть у нас и ребята ехали туда со специальными медикаментами, которые именно вот на ожоговые травмы, на рваные раны, вот это все было с собой. Поэтому, соответственно, точно так же животное ловится, седируется, фиксируется, осматривается, оказывается необходимая помощь. И дальше, в принципе, если дальнейшее лечение не требуется, то есть это просто там обработка, например, раны, то выпускается, либо оно помещается в вольеры. Да, у нас была договоренность с волонтерами якутскими, именно в Якутске, да, которые помогли нам организовать базу, да, на своей территории. В принципе, были вольеры, куда можно было поместить животных для прохождения лечения и потом для дальнейшего выпуска. Вы курируете работу волонтеров по всей России. Ну и скажите, с какими еще техногенными проблемами сталкиваются животные помимо пожаров? Ну, вообще, самое большое техногенное воздействие – это антропогенное воздействие, то есть воздействие человека. Да, к сожалению, когда заходит речь про строительство нового жилого комплекса, про строительство новой дороги, завода, там еще что-то, да, все кричат про экологию, про выбросы, но никто не задумывается о том, что заставляют животных, проживающих на этой территории, мигрировать. Да, плюс, когда исчезает кормовая база, да, и животное спугивают с его кормовой территории, оно начинает искать новые варианты пропитания. Да. Зачастую это, собственно, выход к человеку, потому что помойка – это всегда бесплатный пищевой ресурс. И очень быстро и лисы, и какие-то другие мелкие хищники, медведи в том числе, с удовольствием будут ходить на эту помойку и питаться. Да? В какой момент, где он столкнется на этой помойке с человеком, к чему это приведет, это не очень хорошо. Плюс, например, застекленные фасады. Да? Фасады или ограждения дорог шумоизолирующие, которые прозрачные. Птицы на скорости не определяют это как препятствие, бьются очень много птиц с черепно-мозговыми травмами. А потом сельское хозяйство, да, вот интенсивное сельское хозяйство, когда перед посевом обрабатывают поля определенными веществами, да, для того, чтобы уничтожить сорняки и там грызунов каких-то, да, чтобы не повреждали посевы. В этот момент очень много, к сожалению, поступает животных с отравлениями, да, от этих вот веществ. И пока не очень понятно, как, то есть не всегда удается спасти, но поток огромный именно вот идет весной, когда начинается предпосевная обработка. Это тоже такое очень серьезное воздействие. А если говорить о наводнениях, может быть, или засухе? Наводнения, засухи, да, но на самом деле по ущербу животному миру человек впереди любой вот такой природной катастрофы. Да. Конечно, пожары, которые в этом году были, они по масштабам совершенно огромные. Да, и на территории Якутии очень много видов краснокнижных, эндемиков, да, и не только по животным, но и по растениям. Да. И как долго это будет восстанавливаться, все не очень понятно. В Якутии есть активисты, которые говорят о создании такого института, как уполномоченный по правам животных, да, диких животных. Как вы рассматриваете эту идею? Насколько это возможно и нужно ли?
Начнем с того, что мы уже этот вопрос прорабатывали. У нас есть определенные наработки. Мы совместно работаем с Ассоциацией юристов России по этой теме. Да. Есть комиссия по экологии и охране окружающей среды именно в Ассоциации юристов России. Вот мы оказываем юридическую поддержку общественным инспекторам обязательно. Да, и в принципе, любой человек, столкнувшийся с какой-то ситуацией, касающейся диких животных, может написать, получить юридическую поддержку, потому что даже многие волонтеры, работающие с животными, не говоря уже с дикими животными, это вообще людей этих пересчитать по пальцам. И у нас настолько несовершенна пока законодательная база, требуется столько разных согласований, да, при обращении с диким животным, что, конечно, людям обязательно требуется эта помощь. Плюс алгоритм, да, что ты должен сделать при встрече с диким животным или когда ты оказываешь ему помощь и так далее. Это очень важно, да. И причем это не только в каком-то конкретном регионе, это именно вот по всей России надо делать обязательно. И это нельзя сделать единомоментно. То есть ты взял, собрался в кучку, прочитал им всем лекцию, они все записали, сказали спасибо, разошлись. Нет, во-первых, нормативно-правовая база, она все время меняется, это все время требуется отслеживать. Какие-то вещи меняются, да, и требуют доработки обязательно, да, потому что в ходе эксплуатации закона понимается, что вот здесь не доработали, вот здесь вот это не учли, требуется дополнение. Соответственно, тоже вот, в том числе и этим, да, занимается комиссия Ассоциации юристов. Мы направляем свои какие-то предложения. И ну, это непрерывный процесс, и, конечно, он требует и временных огромных затрат, трудозатрат, финансовых затрат, потому что мало какой юрист согласен работать бесплатно, и много и бесплатно. Поэтому, в общем, это достаточно актуальная тема. Валерия, спасибо вам за разговор. Спасибо вам, Максим. Всего хорошего.